никогда не бывает один. Рядом с ним и в летний зной, и в трескучий мороз резвятся дети. Радостный смех, веселая возня на постаменте стали неизменным дополнением к его скульптурному образу. Это ему бы понравилось. Платон Аюнский, один из основателей государственности республики, писатель. Он был уникальным человеком, сочетал в себе выдающиеся качества руководителя, творца, ученого и мыслителя. Именно такой разносторонний человек стал в те далекие годы становления республики главным вдохновителем своего народа. Его правительское и философское произведение «Великий столетний план» пробудил в людях веру в развитие и прогресс. Аюнский вдохновил якутян на первые шаги к мечте, к новым свершениям. Из великого столетнего плана: в каждом наследии откроется по школе. Кто не пустит дитя в школу, будет осуждаться как преступник. Через 50 лет не будет тех, кто бы не умел писать и читать. Из улуса в улус, из наслега в наслег будем разговаривать по телефону. По земле будем ездить на автомобиле, и из места на место будем летать на воздушных судах. Полетим словно молнии, разнесемся словно вихрь. Пролетел целый век, и Якутия стала регионом, где соединение традиций и новаторства дают удивительные всходы. Великий столетний план Платона Аюнского воплотился в жизнь. Все, о чем он писал тогда, стало нашей обыденностью. Начинается новый век для республики. За первым шагом следует другой, более решительный и амбициозный. Молодые якутяне, вдохновившись примером Аюнского, разрабатывают новый столетний план развития республики, создают образ будущего Якутии. А он, главный вдохновитель своего народа, шагает вместе с нами в грядущее. Человек вне времени и пространства.